В начале заседания депутаты признали утратившим силу закон о курортном сборе, действующий в республике. Затем парламентарии рассмотрели проект закона об исполнении республиканского бюджета за 2021 год. Отчет представил вице-премьер, министр финансов Владимир Делба. Из предусмотренных назначений на 2021 год по доходам в объеме 10,7 миллиардов рублей бюджетная система, а именно государственный бюджет с учетом всех уровней ее, поступило 11,5 миллиардов рублей, или объем составил 107,8% исполнения. Такой высокий показатель обусловлен поступлением в доходную часть бюджета собственных доходов. Темпы роста, которые составили над предусмотренными значениями 837 миллионов рублей. Основными источниками поступлений явились такие виды налоговых доходов, как налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, подоходный налог, в данном случае таможенные платежи. К таможенным платежам в данном случае относятся таможенная пошлина, таможенные сборы. Российская финансовая помощь, оказываемая Республике Абхазия как в целях социально-экономического развития, так и в целях оказания бюджетных инвестиций, составила предусмотренность в объеме 5 миллиардов рублей, и, соответственно, поступления составили в размере 100% 5 миллиардов рублей. В этой связи, с учетом этих обстоятельств, текущие поступления дали возможность предложить в 2021 году парламенту принять на рассмотрение, а потом и в форме закона уже внесение изменений в закон о республиканском бюджете, который привел к увеличению дополнительных расходов в объеме 600 миллионов рублей. По-прежнему, как и в предыдущие годы, значительную часть расходов составляли расходы на социального характера, среди которых, это очевидно, самые большие расходы явились расходами на систему здравоохранения. В целом было направлено 1 018 миллионов рублей. Отдельными расходами в 2021 году явились расходы по защите, как я сказал, от коронавирусной инфекции, или антиковидные расходы, общий объем которых составил 542 миллиона рублей. В 2021 году за счет средств республиканского бюджета сложились в объеме 429 миллионов рублей. Полностью были обеспечены расходы, которые были предъявлены на финансирование через систему образования. Аналогичная ситуация находится и в системе расходов на охрану окружающей среды. Расходы республиканского бюджета на культуру, искусство, средства массовой информации, то же самое, здесь полностью были обеспечены. Бюджет 2021 года, он принимался как дефицитный или как профицитный? Это первый вопрос. И еще раз по цифрам. У вас что запланировано было, то есть доходная часть, у вас еще была расходная часть, и по факту поступивших там финансовых поступлений. Бюджет 2021 года, соответственно, первоначально его редакция была принята дефицитом. Соответственно, после внесения изменений тоже дефицитом, но исполнился он, слава Богу, с профицитом. Вот это, наверное, самый важный показатель. Сегодня, 2022 год, аналогичная ситуация. Дело в том, что дефицитный бюджет подразумевает под собой привлечение источников на покрытие дефицита. И нам всем вместе в стране, слава Богу, удалось не привлечь внешних источников ни одного рубля, ни кредитов, ни заимствований, ни одного рубля не пришлось привлекать. Объем доходов в страну поступил на 837 миллионов рублей больше, чем предусмотрено. Это, соответственно, помогло, начиная со всех районов, правда, за исключением Ачимчирского района. Причина стала следующая, там у них Путина, вы, наверное, слышали. Да, сегодня накопление в бюджете Ачимчирского района выше стоит, чем в любом другом районе. Владимир Делба ответил и на другие вопросы народных избранников. Среди них тема жилищной программы и выплат пострадавшим при стихийных бедствиях летом прошлого года. Общий объем подлежащих финансированию по ликвидации последствий стихийных бедствий оценивается в 284 миллиона рублей. Очень масштабные расходы, несомненно. Вы знаете, поиск средств искался в различных формах, и так далее. На сегодняшний день
было обеспечено финансированием. Первые два этапа – это выплата материальной помощи лицам, чьи домовладения пострадали в период вот этих дат от стихийных бедствий. Сумма составила 109 миллионов рублей. Сегодня начинается финансирование еще одного этапа. Это оказание материальной помощи лицам, чьи автотранспортные средства пострадали. Объем на эти цели предусмотрен 11 миллионов 600 тысяч рублей. Сегодня первое финансирование начинается. 7 лет назад были, они лежали долгое время, не исполнялись и были исполнены на 120 миллионов рублей. Хотелось бы узнать, по каким критериям именно эти фирмы получали деньги. И хотелось бы узнать, сколько вообще по решениям, на сколько еще долгов. Решение арбитражного суда по этим вопросам, я просто хочу особо подчеркнуть, только по этим вопросам, их очень много. Там и по трудовому нарушению, трудового законодательства тоже большие суммы, там много-много решений суда. Но только по этим вопросам составляют 380 миллионов рублей. Вот. За 2016-2019 год на погашение судебных решений было направлено 67 миллионов рублей. Ну, я к тому говорю, что и ранее тоже выплачивались средства. Вот, в зависимости от возможности бюджета выплачивались средства. В предыдущем году было направлено 120 миллионов рублей. В отношении критериев их, конечно, как таковых не было, потому что фирмы получили все. Нет ни одной организации, которая не получила. Таких не существует. Может быть, не полностью, это дело другое, соответственно. Но все получили. То есть, если брать, допустим, там выбор какой-то, такого точно нет. Все получили эти средства. Вот. Ну, наверное, так. Вот еще. Получается, у нас 120 миллионов и 60 на 180 миллионов. 67 2016-2019 год и плюс 120, да. Вот получается, остаток еще около 200 миллионов. Да. 202, по-моему, если не ошибаюсь. Да. Путем голосования отчет об исполнении республиканского бюджета за прошлый год был утвержден. Затем депутаты утвердили отчеты об исполнении бюджета Фонда репатриации, инвалидов Отечественной войны народа Абхазии, соцстрахования и охраны труда, обязательного медицинского страхования, а также дорожного и пенсионного фондов. В первом чтении были приняты изменения первой и второй части Гражданского кодекса ЭРА. Докладчиком выступила начальник Государственно-правового управления администрации президента Абхазии Нателла Ломия. Предлагаемые изменения, в частности, касаются поручительства и обязательств между должником и кредитором. Проект закона был внесен в установленном порядке президентом Республики Абхазия. Проект закона направлен на совершенствование института поручительства, определение порядка ответственности поручителя, а также обеспечение права и интересов кредиторов. В соответствии с проектом закона предлагается установить, что поручитель несет ответственность вне зависимости от того, в случае смерти должника, а также в случае реорганизации юридического лица. Это в порядке универсального правопреемства. Кроме того, устанавливается ответственность, что в случае, если кредитор основное обязательство меняет, то ответственность поручителя остается в тех же пределах, в которые поручитель взял на себя обязательства. Депутаты приняли в третьем окончательном чтении изменения в закон о государственной границе. В первом чтении были утверждены изменения в некоторые законодательные акты республики и Уголовно-процессуальный кодекс. Кроме того, теперь за нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах будут штрафовать. Парламент также утвердил предложение о внесении в календарь праздничных рабочих дней Дня энергетика, который выпадает на 22 декабря. Народные избранники также рассмотрели проект о внесении изменений в некоторые законодательные акты. Он предполагает включение в закон такого понятия, как государственная корпорация. Госкорпорация в соответствии с проектом закона будет являться некоммерческой организацией, которая создается в целях осуществления общественно полезных функций. Госкорпорация будет обладать определенным имуществом, которое наделяет его учредитель. Устанавливается особенный порядок учреждения, будет учреждаться указом президента Республики Абхазия, а устав утверждаться постановлением Кабинета министров.
Госкорпорации, правовой статус госкорпорации будет регулироваться Гражданским кодексом и законом о некоммерческих организациях. Создание госкорпорации предусмотрено указом президента Республики Абхазия об утверждении стратегии социально-экономического развития на 2022-2025 годы. Этот проект, вызвавший бурное обсуждение, прошел в первом чтении. Однако депутаты отмечали, что ко второму чтению необходимы некоторые изменения. Парламентарии также утвердили перевод земельных участков из категории земли сельскохозяйственного назначения в категорию земли населенных пунктов. Последним вопросом депутаты рассмотрели проект о создании комиссии по изучению проблем топлива и энергетики. Необходимо создание топливо-энергетической комиссии парламента Республики Абхазия, обусловлено наличием системных проблем в данных сферах. Я имею в виду, что это вопрос не сегодняшний. Да? Работа комиссии позволит вывести на новый качественный уровень парламентского контроля, обеспечить прозрачность и публичность, что в свою очередь снизит напряжение в обществе, повысит уровень доверия граждан и степень легитимности законодательной ветви власти. Создание данной комиссии нецелесообразно. Она будет идти в противовес нашему комитету, она будет мешать всегда нашей работе, и это мое глубокое абсолютное убеждение. Если мы, все члены, руководствуясь принципом справедливости и целесообразности, пытаемся сегодня построить работу, то это постановление создания этой комиссии будет мешать работе. В итоге в ходе голосования проект не был утвержден. Далее депутаты приняли постановление об отпуске. С 1 августа по 7 сентября парламентарии будут находиться в ежегодном оплачиваемом отпуске. Эсма Голанзе, Роберт Ломия, Алексей Гухава, Абхазское телевидение.